У работников котельной Уснеры сегодня ответственный день. Они проводят экскурсию для шестиклассников. Ребятам показывают, откуда в разгар зимы в домах берется тепло и кому доверяют управлять всем этим хозяйством. Начальник смены Артем Романовский рассказывает, своей карьерой обязан преподавателем поселкового профессионального училища. Меня родители не могли позволить, что меня отправить там куда-то в Якутск учиться, снимать квартиру, отсылать мне постоянно деньги, платить за учебу, там, еще фиг знает, куда я там залезу. Так что по месту все равно удобнее. Сегодня выпускников ПТУ номер 34 можно встретить в любом предприятии Аймиконского района. За годы работы учебного заведения выпущены сотни бульдозеристов, водителей, токарей и операторов ЭВМ. 120 человек точно было каждый год. Дети имели питание, ну и иногородним мы предоставляли общежитие, проживание. Вот. И, естественно, мы всех трудоустраивали. У нас было 100% трудоустройство. Отлаженную годами работу нарушила реформа системы образования России 2013 года. Один за другим в стране стали закрываться ПТУ. Только в прошлом году их число уменьшилось еще на 560. Это бывшее здание ПТУ. Сейчас здесь располагается торговый центр и военкомат. О том, что еще недавно здесь кипела студенческая жизнь, напоминают пустые стенды для расписания занятий и секций. Ликвидация ПТУ происходила так стремительно, что представители местной общественности даже не успели отреагировать на ситуацию. В Уснере и без того проблем не счесть. Ну, знаете, сейчас есть другие вопросы, Вера, более насущные. Как бы они тоже, это немаловажный фактор обучения детей. Но вот у нас сейчас проблема со Сбербанком, очень большая проблема. И ее не могут решить уже в течение практически 2 лет. Вот, нас не слышат просто. А из-за того, что у нас нету, опять же, общения, чтобы уехать куда-то в Якутск тот же самый или передать, у нас проблемы со связью. Потому что мы отдалены. Вот, Аэрофлот у нас дорогой, машины, межгород, автобусы тоже как бы не дешевые, но опять же и риском подвержен, не каждый человек поедет. И все это упирается и в средства, и в то, что нет у нас общения. В последние годы Уснера пережила одно из самых массовых закрытий социальных и промышленных объектов. Экономика отдаленного поселка оказалась не приспособленной к современным условиям. Даже во время войны баня была, мыли солдаты, а у нас в поселке баня не функционирует, не работает, ни прачечная, ничего. Вот старая баня вот рядом стояла, ее еще можно было бы что-то привезти кому, тоже брошенная, заброшенная. Один из немногих уцелевших объектов – детская юношеская спортивная школа. В прошлом году начали долгожданный ремонт ее гордости – бассейна. Учреждение сохранили благодаря настойчивости энтузиастов. Вот и сейчас требуют от подрядчика качества строительных работ. И вот уже начинает стена наружного бассейна, где вот этот бассейн находится, начинает уже разваливаться. Мало того, что тут вот идет еще теплотрасса вот здесь, эту теплотрассу почему-то забетонировали бетоном. При случае какой-то аварии просто не сможем он там до труб добраться. В кабинете директора ДЮСШ бережно хранятся награды воспитанников. Особая гордость – Елизавета Ружицкая, призер Кубка России. Образование, занятость и спорт – вот 3 составляющие здорового общества, уверен тренер. Надо молодежь, детей приучать, привлекать к занятию спортом. Потому что только если мы их начинаем терять, если не только они начинают сюда ходить, значит у них где-то появляется больше времени заниматься чем-то другим негативным, понимаете? Давай, поднимаемся. Целый, нет? Ты же вчера трезвый был только. Еще недавно такие притоны никто не беспокоил. Центр Аймиконского района остался без отдела полиции и ГИБДД. Их сократили. О содеянном в главке пожалели практически сразу. Рост преступности не заставил ждать. Вернули штат, полномочия и взялись наводить порядок. В прошлом году несовершеннолетними совершено 10 преступлений, а в этом году 5. А в 2014 году было совершено 22. Вновь заработала система профилактики правонарушений. В средней школе открыли экспериментальный фирменный класс МВД. Детей учат дисциплине, уважению к старшим, пробуждают интерес к возможной будущей профессии. Впрочем, главная цель – увести подростков с улицы. Тех ребятишек, которые совершали правонарушения или преступления, мы их устраивали вот это ПТУ. Поэтому это играло определенную такую нормальную роль. Бывший заместитель директора ПТУ номер 34 Наталья Скоробогатова свое будущее теперь видит в торговле. Найти другую работу в Уснере женщине практически невозможно. Со своими выпускниками видится лишь за прилавком магазина, продавая то, от чего еще недавно пыталась их уберечь. Полностью была создана инфраструктура, которая сейчас, так скажем, волею судьбы полностью разрушена. Многие выпускники добились, так скажем, определенных высот в своей профессии, многие уважаемые.
Ну, а сейчас получается такая ситуация, что дети вот вынуждены в основном ехать в Магадан. Уехать в центр России, поступить в вуз и никогда не возвращаться на малую родину – мечта многих 11-классников. Школьникам, наблюдая всю жизнь бесконечный упадок, кажется, что уже ничего нельзя изменить. Типа сделать это место лучше, что ли? Нет, его невозможно сделать лучше. Люди не хотят. Но они, по-моему, уже привыкли к этому своему образу жизни. Кириллу повезло. За отличную учебу родители отправляют сына поступать в Санкт-Петербург. Таких примеров в школе немного. По статистике, около 10% выпускников не имеют возможности выехать из района для получения образования. К слову, сейчас жителям Аймикония предлагают учиться в соседней Хандыге. Стоимость проезда на такси в одну сторону сравнима с авиаперелетом в центральной части России. А это значит, что остающаяся без профессии молодежь теперь забота муниципалитетов и отделений полиции. Дмитрий Макаров, Владимир Магов, Вести, Аймиконский район.